Добрый день, уважаемые журналисты. Ну, во-первых, учитывая, что здесь много представительниц прекрасного пола, поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Значит, совсем недавно на специальной сессии Народного собрания Гагаузии я перед своими коллегами заявил лично о причине своего ухода, а сегодня посредством средств массовой информации, через журналистов я хотел объяснить причину своего ухода и для местного сообщества. Но вначале я бы хотел сказать, что в обществе, несмотря на мое официальное заявление и о причине моего ухода, муссируются различные недостоверные версии моего ухода. Хочу официально заявить, значит, к сожалению, к тому, что обсуждаются неверные версии, имеет отношение и Башкан автономии, которая на встрече с примарским корпусом Гагаузии высказала мысль о том, что мой уход связан с тем, что ко мне было применено физическое насилие, а также воздействие на членов моей семьи. Официально заявляю, что это является неправдивой и ложной информацией. Я не знаю, что натолкнуло Башкана на эту мысль. Я не встречался с ней после своего ухода, не обсуждал тему своего ухода. Для чего это было сделано, пиар-акция или политическая игра, или разбирательство с конкурентами, я не могу сказать. Но ясно одно, что это нанесло вред моей репутации, имиджу моей семьи, а также людям, ни в чем не повинных, которые якобы мне угрожали. Я, честно говоря, вначале подумал, что это шутка, когда мне сказали, что это было озвучено, но после того, как мне позвонили несколько примаров, я понял, что это, к сожалению, произошло на самом деле. Очень жаль. Но теперь о деталях своего ухода. Когда я решил и дал согласие возглавить Народное собрание Гагаузии, мне казалось, что это будет неким компромиссом, и это позволит объединить людей. А некоторые профессиональные знания позволят и будут способствовать экономическому развитию автономии. Но, к сожалению, вышло все наоборот. Общество раскололось. Выступления коллег в средствах массовой информации, обсуждения в социальных сетях, обсуждения среди людей посредством организации митингов показало, что общество не объединилось, а наоборот раскололось. И темой для обсуждения было то, что председатель Народного собрания Гагаузии, законодательного органа автономии, не знает гагаузский язык, что является нарушением закона статьи 53 уложения автономии. И я согласен с этими людьми. Почему я тогда согласился стать председателем Народного собрания Гагаузии, если уложение это запрещало? Конечно, я знал об этой норме закона. Но я считал, что закон Республики Молдова об особом правовом статусе автономии, который был принят парламентом в 1994 году и который предусматривает, что владение гагаузским языком является обязательным только для Башкана автономии и не является обязательной нормой для председателя Народного собрания Гагаузии, достаточно для того, чтобы утверждать, что председатель Народного собрания Гагаузии не обязан знать или владеть гагаузским языком. Ведь закон Республики Молдова выше по статусу, чем уложение автономии. Но по истечении времени я понял, что на официальном уровне, на уровне председателя Народного собрания Гагаузии рассуждать о том, что уложение автономии менее приоритетно или менее значимо как правовой акт, чем даже закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии, является неверным, и это принижает статус автономии. Ведь уложение Гагаузии является высшим законом внутри региона, внутри автономии. Далее моя мысль об уходе утвердилась в связи с тем, что на первом заседании президиума после моего назначения, когда я попросил своих коллег соблюдать уложение при назначении даты заседания Народного собрания Гагаузии, они мне возразили, а в связи с чем это должно быть. Я сказал, что есть специальная норма уложения, предусматривающая, какие сроки проводятся заседания Народного собрания Гагаузии, в том числе специальная сессия. На что мне коллеги возразили, когда вас избирали, нормами уложения не руководствовались, а сейчас будем руководствоваться. Причем это сказали коллеги, которые голосовали за мое назначение. Поэтому я понял, что нормы уложения, само уложение стало некой разменной картой и предметом торга в политических играх.
а это допустить нельзя. Еще раз убедился я в том, что необходимо уйти после того, как автономию посетил посол Турции в Республике Молдова. Мы долго общались, он рассказывал о многочисленных масштабных проектах, которые Турция готова внедрить в автономии в будущем. Я в ответном слове поблагодарил Турцию за огромную финансовую поддержку, которая до этого оказывалась этой страной. И после визита я понял, что посол страны, который является крупнейшим донором и инвестором для автономии, а турецкий народ считает гагузский народ братским для себя, заслуживает, чтобы председатель Народного собрания Гагаузии общался с ним без переводчика. Почему мое решение покинуть пост председателя Народного собрания было таким скоропалительным буквально через несколько дней после специального заседания Народного собрания Гагаузии? В день моего ухода по взаимной договоренности мы должны были созвониться с председателем парламента Республики Молдова и договориться о времени встречи, которая должна была пройти через несколько дней в Кишиневе. На ней мы должны были обсудить темы дальнейшего сотрудничества, приоритеты работы между парламентом и Народным собранием Гагаузии, вопросы поддержки парламента, законодательного органа автономии. И я посчитал, что если после встречи я объявлю о своем уходе, это будет немножко некорректно и нечестно по отношению к одному из высших руководителей страны. Поэтому ушел заблаговременно для того, чтобы руководство страны встречалось уже с председателем Народного собрания Гагаузии, который будет выбран всерьез и надолго. Сегодня меня люди встречают на улице, избиратели, и спрашивают, почему вы ушли, ведь знание гагаузского языка является не столь актуальным. Все заседания Народного собрания проводятся на русском языке. Документооборот осуществляется тоже на русском языке. Но это эмоции, это вопросы логики. Но есть закон. И мы, как депутаты Народного собрания Гагаузии, прежде всего его председатель, обязаны соблюдать их нормы. Уверен, что мой шаг позволит восстановить и даже укрепить статус закона и уложения, и, может быть, даже будет способствовать тому, чтобы действительно в будущем заседания Народного собрания Гагаузии, часть документооборота осуществлялись на гагаузском языке. По моему мнению, это важная часть сохранения и языка, и культуры, да и в целом малочисленного гагаузского народа в будущем. Ну и в завершение я хочу сказать, что благодарен своим коллегам, которые оказали мне тогда поддержку в моем выборе. Думаю, что мое решение об уходе принесет пользу автономии. Я рад, что Народное собрание Гагаузии возглавил человек, который владеет гагаузским языком. А также выражаю надежду, что мой уход станет сигналом чиновникам, чтобы они уходили со своих постов, подавали в отставку не только по причине коррупционных скандалов или по принуждению, а и уходили с своих постов добровольно, в случае, если они не соответствуют нормам закона или просто не соответствуют занимаемой должности. Еще раз в завершение хочу сказать, что мое решение об уходе – это осознанный личный выбор. И надеюсь, что на этом вопросы, связанные с руководством Народного собрания Гагаузии, будут исчерпаны, а начнет работать в привычном режиме. Спасибо за внимание и всего доброго.